Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня на этом голубом песке посмотрим такую тему. Какая правда вам скоро откроется? Что скрыто? Что кто от вас скрывает? Все узнаем, разузнаем и разберемся. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на правду, свою правду, которой вы достойны. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят. Так, давайте пойдем по порядку. Много интересной информации. Мои хорошие, не забывайте, что отсыпка общая, но раз вы на нее попали, здесь есть важная информация для вас. Ангел привел. Взаимоотношения. Очень сложные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вы можете общаться, встречаться, вы можете даже быть в паре, в браке, да, проживать вместе. В последнее время прям не ладится, не клеится. На ровном месте споры, ссоры, скандалы. И также по финансам. По финансам какие-то прям траты, расходы, доходы просто либо минимальные, либо дохода нет в принципе вообще. И вам очень тяжело. У вас такая вот тяжелая энергетика в вашей квартире, в вашем доме, либо между вами, прям такая тяжесть ощущается. Мужчина перед вами чувствует свою вину, но он этого не показывает, он всячески это скрывает. Смотрите, вот эти все неприятности, этот круг неприятностей, в который вы сейчас попали, да, вошли в этот круг, это по его вине. Это он виноват. Что-то он не сделал, либо сделал не так, либо ошибся, да, какую-то ошибку допустил. Это все на его совести. Он, значит, опростоволосился, но страдаете вы вместе. Если есть дети, дети тоже, получается, страдают. Вот, все по его вине. Он сейчас пытается тужиться, крепится на то, чтобы все это изменить, поправить, но у него не сильно это и выходит. Девочки, еще пару месяцев напряженки, вот именно месяцев, к сожалению, а потом все наладится. Он таки найдет свой путь. Признается ли он в своих ошибках? В ближайшее время нет. И даже если вы что-то сами узнаете, начнете ему прям в лицо это, значит, тыкать и говорить, вот смотри, здесь по твоей вине, вот тут и все, он будет отрицать до последнего. И тут даже такой большой риск, что вы можете на какое-то время, как и в паузу, с ним уйти. Оставьте все как есть, это трудное время вы переживете, он все исправит. Ему просто понадобится время. Это его ошибка, это его идет опыт неудачный. Где-то рискнул, либо не тем доверился, не в то поверил. Но он все сам для себя понимает. То, что он от вас это скрывает, конечно, это плохо. Но испытывает сильнейшее чувство вины. И поверьте, это чувство вины подтолкнет его к достаточно серьезным действиям. И он вам помогать может, он может что-то для вас прям делать, да, в помощь вам делать. Когда у него появятся деньги, когда у него появятся возможности, он вам за ваше терпение, чтобы и совесть свою, конечно же, успокоить, что-то ценное либо купит, подарит, как-то вложится, денежно вложится в вас. Пару месяцев, мои хорошие. У кого-то 1,5, у кого-то 3, но не более этого. Вот у вас весной, весна мне идет, уже все хорошо. И деньги идут, и вы спокойные, и даже куда-то будете с ним выезжать, что-то покупать. Поймает достаточно приличную рыбку. Дайте ему время, все наладится, потерпите. Не стоит рубить, не стоит копать, не стоит ковырять, все равно это ни к чему хорошему не приведет. Будьте рядом, скажите, что есть, то есть, да, мы же семья, мы же вместе, знаешь, что я всегда рядом, знаешь, что я поддержу, знаешь, что можешь на меня опереться.
Лучше так поступить. Так, у кого есть соперники, соперницы, да, вот как третье лицо тут под ногами путается. Смотрите, ну соперник, соперница вам не страшны до тех пор, пока вы сами не решите расстаться. Нет шансов у ваших соперников, соперниц, ну абсолютно никаких, от слова совсем нету. Ни чувств, ни эмоций к сопернику, к сопернице ваш партнер не испытывает. Но вы слишком раздражаетесь, и вы можете психануть, да, и сказать: все, не хочу и не буду. Только в этом случае ваш соперник, соперница одержит победу. Никаких других вариантов я не вижу для ваших соперников и соперниц. По идее, они вам не страшны. Да, это раздражители, это, да, вот перед глазами там маячит, вы об этом думаете, вы нервничаете, вы из себя выходите. Но по факту никакого влияния, никаких возможностей у этих людей нет разбить, разрушить ваши отношения. Как триггеры всего лишь идут. Себя держите, контролируйте, и вся эта ситуация, она рассосется. Кстати, гораздо быстрее, чем вы могли подумать. Так, следующий момент. Что-то где-то не получилось, либо вам отказали. Отказали, не приняли, может быть, на работу не взяли, может быть, какие-то документы вам не подписали. Вот что-то было важное, ценное для вас. У вас были большие планы, у вас были серьезные намерения. Почему это не произошло? Здесь стопроцентный человеческий фактор. Здесь вмешались какие-то люди, знакомые. Значит, вам не дали, а какому-то знакомому, родственнику, там, по блату, как там называется, по связям, тому человеку дали. Причем вы имели все права, а тот человек сбоку припеку, только что вот это связи полезные. Ну, в жизни так бывает. Да, к сожалению, мы живем в таком мире, когда не по уму, а по родственным связям, да, либо по знакомствам дается. Смотрите, в принципе, вы не так уж и много потеряли. Сейчас объясню почему. Если бы вы получили, ну, допустим, да, речь о работе, вас не взяли на работу, взяли какого-то другого человека. Если бы вас взяли, смотрите, здесь бы был, ну, какой-то сплошной аврал, какие-то жуткие условия и постоянная нервотрепка. Вы бы были как мальчик на побегушках, да, либо девочка на побегушках. Вот все камни летели бы в вашу сторону. Вы бы там и работали бы, и жили, и дневали, и ночевали. Вот что бы было. Вы бы возненавидели эту работу и сказали: я не хочу, я не раб, не рабыня, не хочу, не буду, и вообще, зачем я сюда пришла. Если мы говорим о каких-то других вещах, то там, скорее всего, вам бы пришлось либо очень дорого за это заплатить, либо результат, на который вы надеялись, вы бы его не получили. Вот. Лучше все оставить как есть, лучше принять эту ситуацию с благодарностью и знать, что этим отказом вы избавили себя от каких-то больших проблем в будущем. Так вот именно выходит. Обидно, конечно, но поверьте, если бы у вас получилось, было бы гораздо хуже. Тогда бы было и неприятно, и больно. А сейчас просто обидно. Не зацикливайтесь на этой ситуации, просто не зацикливайтесь. Отпустите, забудьте, пусть они все там сами варятся, крутятся и отвечают, и работают, и что хотят, то и делают. У вас другой путь нарисовался. У вас нарисовался путь в какую-то удачу, в какое-то удачное место, в какое-то удачное стечение обстоятельств. Вам буквально в течение 10-15 дней суждено попасть в какое-то уникальное место, где вы испробуете себя, да, испробуете свой счастливый случай, прям на вкус его попробуйте. Вот прям повезет, так повезет, получится, так получится, выберут, так выберут. Прям какая-то красивая идет картинка триумфа, победы, и вы еще в руках что-то держите. И рады тому, что вы держите в руках. Понятно, что вы все разные. Понятно, что каждому свое пойдет. Но, еще раз говорю, 10-15 дней. По счастливому случаю, в прекрасном месте вы получаете все и сразу. Вот что. Это как компенсация, да, за утраченные возможности, либо за то, что вас лишили. Так. Здесь мужчина где-то далеко находится. Мужчина очень далеко от женщины. Женщина очень нервничает, что с этим мужчиной, что этот мужчина делает. Она его спрашивает, а он, скорее всего, либо отшучивается, либо отмалчивается.
В общем, ведет себя как партизан, да, еще тот партизан. Значит, девочки, ваша интуиция, ваше женское сердце вас не подводит. Да, ему там очень плохо. Да, у него там большие-большие неприятности. Еле-еле он там выкручивается, как говорится, на честном слове держится. Но мужчина ваш сильный. Он пробьется. Это его жизненные испытания, это его кармическая задача вот эту ситуацию преодолеть. У него есть стимул. И этот стимул – это вы. Для вас, ради вас, во имя вашего будущего, во имя вашей любви. Он будет землю есть, и он прорвется, добьется, выстоит, выживет, да, справится с этой ситуацией. Не пытайте его, не бередите ему душу, ему так очень сложно. Ваше недоверие, ваши какие-то обидчивые моменты, ну вот, простите, но скажу вам правду. Я вижу, что вы на него обижаетесь, я вижу, что вы его там иногда ковыряете, подстебываете, пытаете. Ну, каждая девочка практикует по-своему. Не надо этого делать, мои хорошие. Ну, поверьте, тяжело мужику, очень тяжело. Он, возможно, даже по ночам плачет. И только лишь ваша фотография дает ему жизненные силы, да, вот этот поток энергии, который помогает справляться. Значит, выстоит, справится, вы будете вместе. Вы будете обязательно вместе. Он, кстати, не знаю, то ли он приедет, то ли он... Если приедет, то приедет прям наполненный. Вот и с полными карманами, и с большими деньгами, и даже с каким-то почетом он приедет. Уж не знаю, откуда он едет, но прям при параде, назовем это так, при параде приедет. У других отыграется, что он вас куда-то позовет, чтобы вы к нему ехали. Но тут бизнес-класс, тут все условия, как там, лакшери условия. Будет встречать вас, ну, как VIP-гостью, там выложится по полной. Удивит вас, удивит, почувствуете себя принцессой на балу. Точно, постарается. Вы будете вместе. У вас и встреча идет, и вот смотрите, как совместно идет, у кого-то прям и союз идет. Все будет, девочки. Всему свое время. Сейчас он борется со своими драконами. Кстати, борется за выживание. Вот мне прям так идет. Он справится, он сильный человек. Он и кармическую задачу свою закроет. И с вами счастливым будет. Ну, а вы, соответственно, с ним. Так, следующий момент. Момент какой-то поездки, отъезда, переезда. Вам очень хочется. Вам очень хочется куда-то попасть, либо куда-то поехать. Для кого-то это вообще цель, первоочередная цель, что мне надо ехать, мне нужно уехать, мне надо вернуться, либо мне нужно куда-то доехать. Путь сам по себе достаточно проблематичный, чем-то осложненный. У кого-то, ну, допустим, да, денег нет на этот путь, у кого-то документов не хватает, да, вот какие-то проблемки существуют на данный период времени. Послушайте, не спешите. Есть скрытые моменты, о которых вы совершенно не знаете и даже не догадываетесь. Грядут большие перемены, я бы сказала, колоссальные перемены. Перемены, на которые вы никак повлиять не можете. Не ускорить их, не отложить, да, не применить их в моменте здесь и сейчас. Эти перемены, они касаются, ну, масштаба государства, да, либо стран даже, да, каких-то договоренностей между странами. Будет какой-то документ, который облегчит ваш путь, да, подарит вам какую-то скорую возможность на этот путь. Кому-то даже отыграется, что вы, ну, я не знаю, либо без документов, либо бесплатно даже сможете совершить свою поездку. Какие-то условия появятся. Оптимальные, идеальные, улучшенные условия. Вот что идет. Здесь вам ангел преградил дорогу и говорит: не спеши. Не спеши, ни время, ни место. Да, ты можешь поехать, ты можешь потратить кучу денег, ты можешь потратить кучу нервов. Еще не пойми, что там тебя ждет. Вот. А если ты подождешь, ну вот чуть-чуть, совсем чуть-чуть надо подождать. Будут идеальные условия, идеальный прием, идеальная возможность появится. Но это там, где-то на верхушках решается, да, высоко. Туда, куда нам, маленьким людям, ход закрыт. Ну, правительство, государство, вот там где-то что-то должно решиться. Решение откроет вам все пути и все дороги. Подождите. Так.
Кто-то из родственников, родственники, ой, какие родственники нехорошие, кому-то не повезло. Ах, то ли они паразитируют на вас, то ли подворовывают. Какой-то прям сплошной негатив от них идет. Очень много неприятностей из-за этих родственников у вас в жизни. А вы-то догадываетесь, но вы человек-то какой хороший, человечище. Вы же никому плохого никогда не делали. А эти, значит, паразиты, они это знают, они этим пользуются. И знаете, как говорят, не то, что вы там прям очень хороший человек, а говорят, дурак, да, либо дурочка, можно на ней там покататься, попользоваться. Вот что делают очень неприличные люди. Смотрите, здесь идет разоблачение, очень громкое разоблачение, причем не с вашей стороны, а со стороны каких-то чужих посторонних людей. Они ведь не только вам вредили, гадости делали, они еще кому-то гадости наделали. Но вы-то добрая душа, вы все прощаете, а там не простят, не простят. Тут вплоть до, скорее всего, какой-то ответственности, либо финансовую ответственность нести будут, либо даже, возможно, и как по закону уголовную, да, как она там называется. Крепко их возьмут. Здесь у меня 2 человека. 2, вот конкретно 2 показывают, но, извините, за ними он уже стоят. Ой, тяжело им придется. У вас будет порыв, либо они вас будут просить, чтобы вы им помогали. Значит, воздержитесь, откажитесь и ни в коем случае в это дело не влазьте. Иначе вот эти хитрецы могут выкрутиться и всю вину за свои вот деяния, преступления на вас попытаться перекинуть. Это будет страшнейший удар для вас. И, знаете, головная боль, серьезно вам говорю, это я еще мягко вам говорю. Если они по делам, по своим этим грязным попали в переплет, пусть сами и выбираются, либо пусть несут полную ответственность. А вы воздержитесь, откажитесь, займитесь собой, своими детьми, своей жизнью, своей семьей. Вот так вот правильно поступите. Как только они от вас, ну вот как отстрянут, отлепятся, вы знаете, у вас и в жизни все наладится. Все наладится в жизни. И легче будет, и проще будет, и добро будете наживать. Да, и негатива этого, неприятностей точно не будет. Так. Здесь у меня человек без вины виноватый. Кого-то сделали без вины виноватым. Причем, но это может быть и не вы, да, может быть в вашей семье так, какого-то человека обвинили, там какое-то преследование идет, там, уголовное преследование, может быть даже человек уже находится в местах заключения. Тут подставили, точно подставили, либо подлог какой-то был, да, вот как подмена, подлог. Может быть, есть виновник, да, но виновник там откупился. Либо они могут найти виновника, думают, надо галочку поставить, вот возьмем этого человека и его будем обвинять. Вот какой-то момент здесь происходит. Вы знаете, я вижу, что вы боретесь, вы, главное, не останавливайтесь, боритесь, ваше дело правое. Вы выйдете на очень правильного человека. Человек в возрасте, мне выходит, в возрасте, седовласый человек. Это может быть как и мужчина, и женщина. Этот человек, он борец за справедливость, обладает полномочиями, обладает какими-то, каким-то статусом обладает. И явно он в этой теме. Вот вы выйдете на этого человека и все. Считайте, что ваше дело решилось. За вас заступятся. Мало того, что как обвинения будут сняты, так еще и компенсацию вам заплатят. Вот как восстановят права, да, и за то, что человек потерпел, либо понес какие-то притеснения, будет какая-то компенсация выплачена. Вот это точно я вижу. Найдете, не останавливайтесь, боритесь, и правда, как справедливость, правда восторжествует 100%. Так, еще кто-то не пишет, не звонит. Вот вы все ждете и думаете, ой, человек там забыл, не любит, там, отказался от меня, как не интересуется мной. Это может быть ваш возлюбленный, может быть кто-то из родственников. Смотрите, там все не так. Человек, скорее всего, либо потерял ваш номер, либо какая-то неприятность произошла. То есть человек вас на самом деле сейчас разыскивает, да, может быть, телефон украли, да, либо компьютер, на котором была вся информация, там, испортился, да, сломался. И человек вас сейчас ищет, вас найдет через какую-то женщину, вас как женщина соединит.
То есть он обратится к ней, женщина к вам, вот, и вы все узнаете. Там какая-то нелепая ситуация, ну вот она вас и разлучила. Человек думает о вас, очень переживает, что вот нет контакта, нет связи. Смотрите, вы думаете, что вас забыли, а этот человек думает, что про него забыли, потому что не может с вами связаться. Так, вы думаете, что вас заблокировали, а на самом деле, ну, например, телефон украден, потерян, там, не работает. Вот так это выглядит. Не думайте дурного, здесь дурного нет. Так, женщина, подруга, либо коллега. Вы этой женщине доверяете, очень много тайн ей рассказываете, беседы с ней ведете, либо мнением своим делитесь. Ну, у каждого по-своему отыграется. А вы знаете, она не просто так вас расспрашивает, у нее какой-то интерес свой, не очень хороший интерес. Я не могу сказать, что это конкретно, но вот идет, как будто бы она информацию собирает. Кстати, не только о вас, но и о других людях. Будьте поаккуратнее. Понятно, что хочется иногда высказать свое мнение, хочется с кем-то поделиться, но воздержитесь. Воздержитесь, и она не тот человек, кому можно довериться, да, либо с кем стоит общаться и обсуждать какие-то вопросы. Вот она вас прям выспрашивает, а вот что ты думаешь, либо как ты считаешь, а что у тебя случилось, а что у тебя дома, а что у тебя с мужчиной. Да, вот прям выманивает из вас информацию. Не надо ей ничего рассказывать. Так, здесь у кого-то вопрос за деньги. Деньги. Не знаю, то ли вам не отдают деньги, то ли вы откуда-то свои деньги не можете забрать. Может быть, какую-то выплату вам задержали, заморозили. Что будет дальше? Деньги вы получите. Я не вижу прям всю сумму, что вы получаете. Либо частично будут вам как-то выдавать, как порциями, да, такими маленькими паями. Либо для того, чтобы эти деньги получить, вам придется к кому-то обратиться, и тот человек свою комиссию истребует. Но основная часть суммы, она к вам вернется. Это, кстати, произойдет тут уже совсем скоро. Вы просто вот буквально в ближайшие дни найдете правильных людей, да, либо правильную организацию, либо на ваш запрос придет ответ. Вы получите свои деньги, не переживайте. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.